Очень горячо. Погнали! Сейчас я предлагаю сделать фотографии на классический фотоаппарат. В нашем случае это будет такой достаточно универсальная модель. Это Sony RX10 Mark III. Интересен он тем, что, во-первых, это несъемный объектив и фокусное расстояние у него, то есть 24-600. То есть вот, если вы можете увидеть, объектив вот так вытягивается. Это позволяет его как бы использовать один фотоаппарат без дополнительных каких-то объективов и так далее, которые тоже имеют свою достаточно большую цену. Поэтому, в принципе, мы сейчас узнаем, насколько хорошо фотографирует вот этот фотоаппарат в темноте. Я посмотрел, у нас были такие достаточно хорошие надежды на то, что туман над городом Якутском будет иметь такую красивую форму, то есть он будет такой достаточно с четкой границей, но приехав на место, мы видим, что как бы погоду не предугадаешь, туман достаточно такой рассеянный, и поэтому огни города, они достаточно такие, в общем, их не так хорошо видно. Но, тем не менее, я думаю, мы можем попробовать сейчас поснимать. Буквально по соседству здесь на горе у нас находится ГРЭС-2. Он такой весь в красивых огнях. И я думаю, что может быть что-то и получится. Но одновременно также попробуем сделать несколько снимков города Якутска. Так как у нас на улице достаточно серьезный мороз, где-то минус 42. Вообще, судя по этому туману, что-то мне подсказывает, что прям около 45, если не 50. Вот. Для ночной съемки вам обязательно нужно фиксировать ваш фотоаппарат, поэтому никак не обойтись без штатива. Вот. Я вообще сам не профессиональный фотограф, поэтому, возможно, даже это будет лучше. Я простым языком буду вам об этом сегодня рассказывать. Все это заранее лучше подготовить в теплом месте. Фотоаппарат у нас, соответственно, ставится на штатив. Примерно мы уже выставили параметры. Здесь самое главное поставить на задержку спуска. То есть, когда вы нажимаете на кнопку и выдержка у вас стоит достаточно длинная, если вы нажмете, то есть шанс, что штатив немного будет в движении и ваша фотография уже будет размыта. Поэтому здесь стоит на 2 секунды. Чтобы не терять время, я сразу буду пристреливаться и одновременно рассказывать о основных нюансах. Вообще в темноте, съемка в темноте, она достаточно интересная, особенно в летний период, когда есть время на ошибки, есть время на то, чтобы сделать какую-то определенную корректировку. Так, сейчас выключен у нас автомат, потому что в темноте фокусировка достаточно сложный процесс. И вручную я сейчас подправляю, чтобы вот ГРЭС-2, основной центр, наш объект, который нас интересует, он был в фокусе. Ой. Так. Все равно интересная фотография получилась. Так, это было фото 1. Выдержка стоит 1,4 и 100 тысяч. Так, сейчас я сделаю выдержку побольше. Не 1,4, а, скажем, секунд 5. Посмотрим, что получится. Система работы фотоаппарата достаточно простая. Если вы знаете вот эти все старые фильмы, древние фотоаппараты, когда вот так вот открывался объектив,
Люди в этот момент должны были быть такими замершими на все это время. И, соответственно, свет попадал на пластину, которая потом уже проявлялась, и получалась фотография. О, ну это я фотку тоже вставлю. Здесь у нас получился большой засвет. То есть очень яркие фонари. 5 секунд это много, но тем не менее хотелось бы получить тоже достаточно красивые фотографии, поэтому есть возможность немножко ниже сделать ISO, светочувствительность. Стояла 1000, сейчас поставим даже давайте 200, мне кажется. 200, это будет следующая фотография. С появлением фотоаппаратов, то есть вот это все как бы осталось, затвор. Раньше были такие механические зеркальные фотоаппараты. Все вы знаете вот этот звук такой. Это все работает затвор. В новых фотоаппаратах, которые беззеркальные, я тоже с простым языком говорю, там электронный затвор. То есть там ничего на самом деле механически не двигается, шторка не закрывается, но тем не менее принцип тот же самый. В какой-то момент, на какой-то короткий или длинный момент времени фотоаппарат запускает свет на матрицу. И, соответственно, достаточно интересно получилось. Так, а сейчас я переведу фокус на деревья. То есть они будут поближе. Так, вот как вы видите, деревья у нас в фокусе, а на заднем плане гресс. А сейчас все-таки попробуем сделать фотографию, ради которой это все и затевалось. Я хотел заснять ночной город Якутск. Для этого нам нужно настроить снова фотоаппарат. Я город вообще не вижу. Сейчас не вижу, и поэтому поставим ISO побольше, где-то 800. И выдержку поставим секунд 10. Начнем с такого параметра. Все, что я вижу, это какие-то фонари. Я по ним сейчас попробую сделать фокус. Вот так. Так, сейчас мы выключим прожектор и щелкнем одну фотографию. Все фотографии, которые будут сделаны, я буду показывать вам в процессе. То есть вот здесь я не очень сильно угадал. Вся фотография засвечена. Поэтому, я думаю, мы можем прижать светочувствительность. Чем меньше светочувствительность, тем лучше. Допустим, 400-200 это оптимально. Если, допустим, вы ставите ISO, светочувствительность гораздо выше, там больше 1000, например, да, это все зависит, конечно, еще от фотоаппаратов, то есть вероятность получения светового шума, который будет очень некрасиво смотреться на фотографии. Вновь меня удивляет фотоаппаратура. А где примерно у нас телевышка? Я ее не вижу. Практически получилось то, что я хотел, на самом деле. Так. Техника не особо профессиональная. Фокус как-то плавает. Но тем не менее. Так, тут у нас на ближнем плане стоит какая-то теплица. Она очень яркая. Кстати, хотелось бы сказать, что примерно та же картина вырисовывается, на которую я рассчитывал. Ну, конечно, не в том объеме, не в той красоте. Например, при съемке северного сияния, у нас в Якутске это достаточно редкое явление, но все равно бывает такое, что какое-то свечение видно слегка видно, даже если зеленоватый оттенок, какие-то переливы вы видите. Если сделать фотографию с большой выдержкой, то можно будет разглядеть само северное сияние. Это все, как говорится, чудеса фотографии. Так, сейчас попробуем в темноту сделать. Я бы вот хотя бы хотел бы узнать, где у нас телевышка стоит. А, вот она. Во. Все, фото века. Я нашел телевышку в темноте. Так, сейчас сделаем фокус, пока телефон не разрядился.
Телефон, говорю. А фокус уже плохо работает. Где? Я надеюсь, фотоаппарат не разрядится и этот кадр вас не разочарует. Особенно мне, как представителю телерадиокомпании НВК Саха-Якутия-24. Эта фотография будет очень радостна, если она у меня получится. Так. Обалдеть. Так, ну что, мне уже даже нравится этот вариант без обработки. Значит, у нас здесь настройки такие: 10 секунд, выдержка и ISO, светочувствительность 200, диафрагма 4. Но это стандартные как бы настройки этого объектива. На таком далеком фокусном расстоянии, на 600, он дает f4. Так, я даже не знаю, что еще можно поменять. Может быть, чуть-чуть сделать поменьше времени. Давайте посмотрим разницу, поставим 5 секунд. Немножко отведем сейчас от телевышки, так как это наш центр города. И поехали. Итак, 8 секунд, светочувствительность 200, диафрагма, сейчас я увижу, сколько она могла поменяться. И более такой общий план, где телевышка у нас в центре кадра. Ну, города не видно, но тоже достаточно пейзажная фотография. Так, друзья, ну что, сейчас мы положим наш фотоаппарат внутрь автомобиля, он немножко согреется. И далее я расскажу вам, как сделать красивые фотографии в плане, используя фонарик. То есть свет от фонарика, можно писать надписи. Все это далее в нашей программе. Испытано на себе. Чтобы не терять время драгоценное, значит, подведем итоги. Сейчас производилась съемка в темноте, в условиях тумана и низких температур. Было, давайте даже точно скажем, сколько градусов. Минус 39, ну, то есть, минус 40. И снимали мы, соответственно, пейзаж ГРЭС-2. Он достаточно сильно освещен. Всегда, когда фотографируете в темноте, несколько, на мой взгляд, несколько фотографий у вас уходит на такую пристрелку. То есть надо понять, во-первых, куда вы повернули фотоаппарат, определить композицию и уже потом потихоньку с помощью настроек и экспериментов выявить удачные настройки. Вот. Значит, сняли мы ГРЭС-2. Далее был снят, попытка снять город, но туман достаточно сильный. Не в плане, что он какой-то густой, просто он достаточно сильно распределен в высоту. Я, кстати, здесь сейчас ставлю видео таймлапс, который был снят несколько дней назад. И вы можете видеть, что туман очень густой и есть очень четкая граница между туманом и небом. То есть я вообще рассчитывал на такой момент. Ну, ничего страшного, зато мне кажется, достаточно удачная фотография получилась телевышки. Это сравнение. Сравнение Ну, Петр же не говорит, насколько он, как он снимал, в каких форматах. Секреты не раскрывай. Нет, я же все рассказал. Ну, ты рассказал, а вы-то нет. Это просто на автомате он снимал. Ну, скажем, да, на покажи, автомате. нет, покажи. Там, по-моему, нет ручных настроек у тебя на телефоне. Так, фотоаппарат, смотрим. Это А25. А53. 52. А52. Samsung А52. Вот вправо, снизу. Вот это? Нет. Двигай туда. Прокручивай. Нет, вправо. Вот на еще. Еще? И там. Вниз. То есть у тебя идет Pro, да, надо нажать? Да. Pro. Если вы профессионал. То есть тут все то же самое, что у меня вот в айфоне, скорее всего, там минус, да, то есть там нету сразу ручных настроек. Все на автомате в основном. А приходится качать программу, в моем случае Lightroom. Но вот здесь у нас все есть, даже автофокус можно выключить, баланс белого. Уже знакомый нам выдержка.
То есть скорость срабатывания затвора. Если мы его так, допустим, делаем, это сколько? 10 секунд, что ли? А? Я не вижу. Скорость написано. Какая-то скорость. Ну, видишь? Видите, вот, Семен, видно, да? Да. Вот, очень яркая фотография получается. И когда мы затвор делаем, чтобы он чаще срабатывал, фотография становится темнее. То есть гораздо меньше времени свет попадает на матрицу фотоаппарата. На матрицу, ну, в данном случае телефона. И всем известно еще со времен пленочных фотоаппаратов ISO. Это светочувствительность. Я думаю, все вы пользовались пленочными фотоаппаратами. Все старались брать ISO 400. Это такой универсальный. То есть и в помещении можно, и в светлое время снимать. 200 это для солнечного, ну, когда яркий свет. И вот чем выше вы его поднимаете, тем также светлее становится фотография. Но еще раз повторюсь, с ним особо нельзя как бы играться. То есть, ну, выше 1000 я бы не рекомендовал ставить. Вот, допустим, 3200 на фотоаппарате, на телефоне, он еще как-то показывает нормально. Но 3200 это на самом деле достаточно высокий показатель. Могут быть такие вот артефакты в виде светового шума. Вот. Тут, кстати, да, более наглядно видно вот этот момент работы мобильной фотографии. Ну, 200 это не солнце. 200 не солнце? Нет. А что это? Это пасмурно. Почему? 200-400 это пасмурно. Всегда брали 400, он шел как этот оптимальный, универсальный. Google в помощь, товарищи. Так, мы еще снимаем, да? Так, значит, в процессе съемок у нас возникают вопросы. Значит, ISO для солнца. ISO сила солнца. ISO это что такое? Это же какой-то стандарт еще. ISO для солнца. 100 или 200? Сейчас Google сломается от таких вопросов. Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих. Вот прям... так, вот уже вижу. 100-200 солнечный день, 200-400 пасмурный день. И... Дальше уже помещение. Ночь. Пленка ISO, это мы говорим о пленочных фотоаппаратах. Пленка ISO на 100 была рассчитана на дневную съемку, то есть на солнце. ISO 400 позволял эффективно снимать в помещении. Но его можно было и также и на улице снимать, в принципе, да? Да. Без проблем. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность пленки к свету. Вот. Но 200 было пасмурно. 200 это пасмурно. Да, друзья, действительно, когда у вас был пленочный фотоаппарат, у вас не было возможности много кадров тратить на эксперименты, потому что пленка была дорогая, и кадров всего было там 24, 36, да? 16. Вот. И поэтому, глядя на уже пейзаж, на условия съемки, вы уже должны были знать, какие параметры вам нужно выставить. То есть это диафрагма и выдержка. А пленка ISO, она имела, то есть его поменять нельзя было. То есть там 100, 200, 400 и так далее. В хороший век мы живем. Батарейку сейчас поменяем. Кстати, наверное, интересно будет, да, то есть вообще, если вы занимаетесь фотографией там и так далее, то у вас должен быть хороший фоторюкзак. Вот я остановился пока на таком моменте. Это вот такая фотосумка. Здесь у меня лежат петлички. Вот это у меня маленькая камера, на которой, кстати, мы снимаем большинство наших выпусков передачи «Испытано на себе». Здесь такие вот отсеки, которые можно регулировать. Сюда все помещается, в принципе, компактно, удобно. Единственное, что не помещается штатив. Так, сейчас у нас следующий этап. Мы будем снимать с использованием фонарика. Единственное, нужно будет определиться с фоном. Где качели? Справа, да? Они рабочие? Конечно. Мы
мы передислоцировались. Здесь у нас, вы еще увидите, там красивые качели. Очень такое излюбленное место горожан. Вообще надо, наверное, еще тоже отдельную съемку сделать про то, как мы снимаем эту передачу. Потому что сейчас оператор у нас находится в автомобиле. Тут мы его парковали. Вот. Но суть не в этом. Сейчас мы будем снимать кадры с использованием света. Свет у меня в виде фонарика. Вот такой фонарик. Яркость, наверное, сделаем пока такую. В общем, сейчас будем экспериментировать снова. Первый пристрелочный снимок. Вот здесь я вижу, так как свет от фар у нас горит, примерно как будет выглядеть кадр. Я, наверное, сделаю таким образом, чтобы было видно дерево, было видно качели и было видно немножко город. Посмотрим, что получится. Пока сделаем фото. Но у нас сейчас работает автомобильный свет. Тут достаточно ярко. Мне кажется, будет слишком засвечено все. Так. Ну, в целом тоже достаточно красиво. Давайте я попробую написать Якутск. Для этого нужно будет поставить выдержку секунд на 20. Поставить задержку спуска не на 2 секунды, а уже побольше, чтобы я успел добежать. Сделаем секунд 10. Итого у нас получается 10 секунд до начала съемок и потом 20 секунд на написание слова Якутск. Так, поехали. 10 секунд. Поехали. Буква Я. Буква К. У. Т. Т. С. К. Я за 20 секунд, по-моему, не успеваю. Я. Все видно. Мои еще видно эти. Я когда делаю свет, надо, короче, сделать фонарь по меньшей яркости. Вот такой яркости, наверное, сделаем, потому что идет засвет на меня. Так, ну что, мы выключили свет и поехали. С. Давай, дальний. Дальний. Успел, нет? Что-то странное сейчас получится. Эксперимент. Ну, в целом красиво. И даже меня видно. Друзья, у нас план такой. Сейчас мы делаем еще одну такую же фотографию, но уже без фонарей. Я сажусь на качели, замираю. Фотоаппарат фотографирую также 20 секунд, но в на 10 секунде Петр меня осветит быстренько вот так вот фонарем. Посмотрим, что получится. Так, ну что, поехали. Я думаю, там все получится. Немножко все в темноте. Давай. А что сзади-то? А ты кто хотел? Спереди? А как я спереди сделать-то? Ну? Ну ладно, что думаю, сделай. Ну, в целом красиво. Сама по себе эта фотография красивая. Не, получилось четко, только смотри. Значит, в какой-то момент по сигналу тебе нужно будет просто забежать в кадр вот так. Вот так забегаешь. Меня вот так вот шук-шук светишь и убегаешь, чтобы тебя не было видно. Ага. Отсюда забежишь. Так, ну что, дубль 2, я надеюсь. Выключаем свет.
Давай. Нет. Да никак. Понаберут по объявлению. Сейчас, подожди. Лебединое озеро, что ли? Бесспорно, фотография будет крутая, но тебе надо было меня высветить. А, тебя? Ты должен был так подбежать вообще, только точечно прямо в меня. Ты показал, вот так вот делать, и так и сделал. Вот так вот меня можно было. Либо просто одно, но у тебя он же очень яркий. Свет не должен направляться в камеру, потому что будет видно его линию. Свет должен быть от камеры закрыт. И ты должен вот так меня, просто, вообще быстро. Вообще можно даже вот так как-то, как вспышка. Я вот так вот делаю, и все. Ну, давай так. Все, да? Готовы? Поехали. Дубль 3. А на улице не так уж холодно, оказывается. Давай. Отлично, кажется, должна получиться. Все, я себя в фотошопе между буквой У и между буквой... В общем, план такой. В фотошопе уже далее, в тепле, я вам покажу, как можно меня из одной фотографии поставить в другую фотографию. И все будет в целом то, что мы задумали. Сейчас расскажу про обработку фотографий. Ну, если вы хотите так более-менее серьезно заниматься фотографией, то я думаю, вот это приложение Lightroom должно быть прямо обязательно в вашем арсенале, потому что это очень хороший, интересный инструмент для редактирования фото. Так, ну что, я уже загрузил фотографии, чтобы сэкономить время, немножко их обработал. Значит, у нас есть вот такое фото, где идет надпись Якутск, и фото, где я сижу на качелях. То есть вот здесь, соответственно, появилась идея. Кстати, она появилась тоже спонтанно, потому что когда я писал надпись Якутск, как раз таки качели у нас оказались свободными. И поэтому сейчас я вам быстренько покажу, как можно меня, как говорится, внедрить вот в эту фотографию. Но перед этим мы их обработаем. Давайте я вам сразу покажу, как это выглядит в финальной версии. Но мне понравилась вот эта цветовая гамма. Я особо здесь ничего не вытягивал. Подобного рода программы не стоят на месте. Я буквально при подготовке к этой передаче нашел достаточно интересную функцию, которая здесь появилась, по-моему, сравнительно недавно. Вот если мы посмотрим в эту часть, то здесь видно, допустим, можно выделить объект. Выделение объекта. Видите, он автоматически выделяет вот это дерево. Можно выделить отдельно небо. То есть вот сейчас сама программа определяет, что вот эта часть, это все небо. И уже накладывается такая определенная маска, которая вот может редактировать только вот эту выделенную область. То есть небо вы можете сделать, например, потемнее, посветлее, сделать там чуть ли не день. Это я вот сейчас так грубо, да. Можно, например, дать побольше света, поярче его сделать. Или свет совсем убрать. В общем, здесь как бы фантазия неограниченная. Так, ну и второе фото на качелях. Без обработки выглядит фотография вот так. И после обработки в Lightroom становится вот такой достаточно красивый. И сейчас вот эти две фотографии мы соединим. Вот это и вот это. Переходим в Photoshop. В Photoshop уже загружена первая фотография. Ну что, загружаем сюда второе фото. Как видите, оно ложится сверху первого. И теперь нам остается только ненужные вещи. Вот если вот так вот сделать, то есть мы можем вот так вот выделить буквы отдельно. Все это делается с помощью ластика. Я стираю второй слой, который, вот видите, я еще появился там Якутск. Ну, немножко видно вот эти вот в этих моментах такие разводы. В целом еще вот такой вариант. То есть я себя просто
так более-менее незаметно вырезал. Сделал я это, по-моему, таким образом. Так. Так. И остальное у нас чуть-чуть пройтись ластиком. Сделать как бы тут, замаскировать под облака. Не особо было заметно. Чуть-чуть различаются фотографии по обработке. И вот здесь тоже внизу немножко убираем. Вот здесь. И вроде бы все. Вот. Экспортируем фото и вставляем в наше видео. Друзья, сейчас мы переходим к следующему интересному моменту. Это такие зимние съемки в очень морозные дни. Когда температура опускается ниже 40 градусов, то есть такой эффект, когда кипящая вода превращается очень быстро в пар и испаряется. Я думаю, что многие из вас это видели. И также был момент, когда в Америке, когда было похолодание, многие люди попадали с ожогами. В общем, это достаточно опасная вещь, то есть его нужно делать с осторожностью, потому что в руках у вас кипяток. Ну, здесь я буквально часа 3-4 назад залил кипяток в этот термос. Я думаю, его будет достаточно для того, чтобы показать сам процесс. Но если что, у нас есть еще с собой кипятильник, горелка. Наливаем кипяток. Термос, наверное, прикроем, чтобы... Вообще, я бы рекомендовал делать это на фоне садящегося солнца. Это будет очень красиво. Но так как у нас солнца сейчас нет, роль солнца будет играть подсветочка. Свет. Любой фонарик это может быть. Давайте я его поставлю по максимальной. Так. Нормально? Вверх высоко видно? Да. Ну, здесь самое главное резкость и постараться, чтобы капли не попали на вас обратно. Я как бы это делаю редко, кстати говоря. Сейчас попробуем. Самое главное это сила. Нужно сделать это очень резко. Так, ну на меня вода капнула, но она была уже холодная. Красиво было? Да. Говорят, было красиво. Давайте еще раз попробуем. Слабовато, да, или красиво? Чуть-чуть воды не хватило. А, мало воды? Да. Все, я понял. Давайте, тут у нас где-то литровый. Ну, вот так хватит. Там еще на один. Раз, два, три. Северный салют. Ночь. Минус 40. Город Якутск. Да, вот это было круто. Классно, да? Да. Вот это было круто. Классно, да? Друзья, ну а для следующего уже такой больше как экспериментальный момент. Особо я к нему не готовился, но нам потребуется бутылочка 0,5. Я думал, я сегодня в шнурках, но я в других ботинках, поэтому нашел вот такую вот, ну, не длинную веревку. Можно, конечно, и подлиннее. Наверное, будет даже еще круче выглядеть все это. Так, тут есть небольшой карабинчик. Главное затянуть, чтобы она не улетела. Да, вроде прочно, надеюсь. Надеюсь, прочно. Хорошо. И затем сюда наливаем кипяток. Кипяток.
Заливаем кипяток. По-моему, у нас мало кипятка. О, нет, как раз отлично. Так, пока это все не замерзло. Очень горячо, оказывается. Затем делаем маленькую дырочку. Где-нибудь. Вот здесь. Ой. Ай-ай. Ладно, надеюсь, получится. Очень горячо. И делаем вот так. Так, сейчас. Погнали. Но в целом видно, да? Да. Или побольше дырку сделать? Ну, давай побольше сделаем. Ай. Да что такое-то? Надо было подготовиться, конечно. Вот так потом в ожоговый попадает. Так, ладно, без веревки. Есть, да? Так, возьми. Готовы? Возьми. Очень горячо. Погнали. Такой необычный эффект, как видите. Напомню, что кипяток сразу превращается в пар. Можно еще поэкспериментировать, поработать над этим моментом. Вот, смотрите, как красиво. В общем, зимой можно найти чем заняться. Ну что, друзья, это был проект «Испытано на себе». Я думаю, что сегодняшняя информация вам понравилась, и она вам пригодится. Поэтому следите за нашими выпусками всегда на канале Якутия 24. Проект «Испытано на себе». Всем удачи и до новых встреч!